В эфире новости спорта, в студии Ольга Башук. Здравствуйте. Александр Овечкин стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ. В ночь на среду в домашнем матче с Ванкувером капитан столичной команды набрал 1180 очко в своей заокеанской карьере и превзошел показатель Сергея Федорова. Форвард Вашингтона отдал результативную передачу в эпизоде с голом Ти-Джея Оши. На счету Овечкина стало 1180 очков. Для этого ему потребовалось провести 1055 игр в регулярных чемпионатах в 14 сезонах. На данный момент Овечкин занимает 49 место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. Ближайший преследователь Овечкина из российских игроков – форвард Питтсбурга Евгений Малкин, на счету которого 985 очков в 834 играх. Московский «Спартак» победил в Сочи со счетом 3-1 в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги и гарантировал себе участие в плей-офф. В составе победителей шайбы забросили Илья Талалуев, Александр Хохлачев и Анатолий Никонцев. У проигравших отличился Никита Точинский. «Спартак» прервал трехматчевую серию поражений. Сочи уступил в третьей игре подряд. «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 57 матчах. Красно-белые опережают на 10 очков Рижское «Динамо», которое идет на 9-м месте. Клуб из столицы Латвии не сможет опередить «Спартак» по итогам регулярного чемпионата, имея худший показатель побед в основное время, чем у «Спартака». Хочу отметить, что хоккеисты красно-белых провели матч в специальной ретро-форме красно-черного цвета в рамках акции «Матч болельщиков». Также действовали 3 зоны развлечений, которые использовались раньше на ретро-матчах. Каждый желающий мог нарисовать плакаты, раскраситься в спартаковские цвета с помощью аквагрима. Была специальная площадка и для детей. Помимо этого, по просьбе спартаковских болельщиков клуб пригласил выступить перед матчем певицу Максим. Перед матчем генеральный директор «Спартака» Андрей Веревка заявил: «Мы совершенно искренне любим своих болельщиков. Мы имеем с ними обратную связь через социальные сети, почту, телефонные звонки. Они нам наговаривают все, что хотят видеть. Мы это все обобщаем, и все это обобщение будет воплощено в этом матче. Пожеланий очень много, они все интересные и креативные». Осталось 3 дня до начала первых зимних игр «Дети Азии». Наши корреспонденты уже работают в Южно-Сахалинске. Как настроение у жителей города и ждут ли начала игр, расскажет Саргылана Захарова. Сахалинцы ждут, сахалинцы готовятся к этому историческому событию, считают дни, часы, минуты и даже секунды. Мы стоим здесь, на главной площади Южно-Сахалинска, прямо перед правительством Сахалинской области развернулась целая площадка для отдыха взрослых и детей. Здесь и каток, и ледовый городок, и снежные фигуры, и даже сцена для проведения культурных мероприятий. И несмотря на суровую переменчивую погоду, настроение здесь прекрасное, в воздухе витает праздничная атмосфера. Как говорят сами горожане, город преобразился с подготовкой к этому историческому событию. Стало больше ярких красок, улучшилась инфраструктура, а также наследие, которое останется после этих первых зимних игр «Дети Азии», будет радовать жителей и гостей Сахалина долгие годы. А для любителей спорта и для тех, кто давно хотел им заняться, но откладывал это в долгий ящик, хорошие новости. В спортивных объектах Якутска начались дни открытых дверей. В течение месяца свои двери откроют плавательный бассейн «Чолбон», футбольный манеж «Дахсун», республиканский шашечно-шахматный центр и многие другие спортивные объекты города. Расписание посещения этих объектов вы сейчас видите на своих экранах. Абсолютно любой желающий сможет не только бесплатно посетить тренажерные залы, поплавать в бассейне и поиграть в шахматы, но и также записать ребенка на секции по различным видам спорта. Это были новости спорта. Мы следим за развитием событий.